Здравствуйте! В эфире Пятого канала информационная программа «Новости», в студии Татьяна Маннова. Сегодня в выпуске. Завершается ремонт дворов. Подрядная организация приступает к благоустройству общественной территории. Ремонт турбоагрегата, насосов, котлов, главного парового коллектора, замена конденсатопроводов, водопускных труб. Интинская ТЭЦ готовится к осенне-зимнему периоду. Крепость семейных устоев и достойное воспитание детей. Супружеским парам, прожившим в браке 25 лет, вручены медали за любовь и верность. Квадрокоптеры, рации, бронежилеты, спальники, одежда, обувь, медицинские товары. Все это сегодня необходимо и может спасти жизни и здоровье бойцов, которые сражаются за мир в Донбассе. Им помогает вся страна. В разных городах тысячи людей стали частью проекта Общероссийского народного фронта «Все для победы». В рамках проекта создан сайт, на котором публикуется информация о сборе средств, пунктах сбора помощи. Кроме того, работает форма связи для слов поддержки военным. Общероссийским народным фронтом дан старт масштабному проекту сбора средств на поддержку воинских подразделений Донбасса «Все для победы». Проект подразумевает организацию помощи воинским подразделениям ДНР и ЛНР, а также гуманитарную поддержку для мирного населения. Целью проекта является объединение усилий военкоров, блогеров и всех неравнодушных россиян, которые организуют сбор средств для помощи бойцам ДНР и ЛНР. Соловьев Лайв совместно с Народным фронтом открыл постоянный сбор «Летайте, братья». Сбор открыт на современные квадрокоптеры для разведывательных подразделений Донецкой и Луганской народных республик. Дмитрий Певцов совместно с Народным фронтом открыл сбор для подразделения 3-й отдельной мотострелковой бригады «Беркут» народной милиции Донецкой народной республики. Я приветствую всех добрых людей. Меня зовут Дмитрий Певцов, и я прошу вас поддержать проект Народного фронта «Все для победы» и конкретно сбор, который я курирую. Итак, бойцам 3-й отдельной мотострелковой бригады «Беркут» народной милиции ДНР требуются квадрокоптеры, бронежилеты, шлемы, рации и многое другое. Это то, что может спасти жизнь им, их товарищам и нам, тем, ради кого они отдают свое здоровье и жизнь. Услышьте меня. Иоанн Златоуст сказал: «Твое только то, что ты отдал другим». За нашу победу. Спасибо. В проекте ОНФ «Все для победы» участвуют военные корреспонденты федеральных телеканалов и агентств, работающие в зоне боевых действий специальной военной операции. Суть проекта не просто сбор средств для помощи абстрактным нуждающимся. Каждый участник «Все для победы» помогает конкретному подразделению народной милиции ЛДНР, предварительно выяснив, в чем прежде всего нуждается отряд. Так, военкор ВГТРК телеканала «Россия» Александр Коцюба старается для отдельного штурмового батальона «Призрак» народной милиции ЛНР. Бойцам подразделения необходимы тепловизоры, бинокли, прицелы ночного видения, рации, маск-халаты, тактические аптечки. Спецкор НТВ Михаил Чебаненко собирает средства на покупку снаряжения 109-му стрелковому батальону ДНР. Меня зовут Михаил Чебаненко, я специальный корреспондент и ведущий новостей на НТВ. И вот вместе с Народным фронтом открываю сбор для 109-го стрелкового батальона народной милиции ДНР. Ребятам нужно все для жизни в условиях полевых, в условиях окопных, все для жизни на передовой. Это и лопаты, это и топоры, это и пилы, как бензопилы, так и ручные пилы. Это средства связи, это мобильные телефоны, мини-планшеты, многое-многое другое, элементы одежды, бронежилеты, каски. И вот давайте вместе с вами объединимся и соберем средства, поможем ребятам. Я на себя беру ответственность проследить, чтобы все эти посылки дошли до адресатов. Парни на передовой не должны считать, что им чего-то не хватает, и их задача приблизить вот эту общую для нас, для всех победу.
Мы с Народным фронтом открыли сбор для бригады «Призрак» Луганской Народной Республики. Бойцам бригады остро необходимы тепляки, бинокли, приборы ночного видения, рации, тактическая медицина и маск-халаты. Мы, надеюсь, все вместе соберем все необходимое для бригады, и я лично отвезу это ребятам. Приблизим нашу победу вместе. Все для фронта, все для победы. Генеральный директор Большого Московского государственного цирка, народный артист Российской Федерации Эдгард Запашный совместно с Народным фронтом открыл сбор для кинологической службы народной милиции ЛНР. Подразделению необходимы радиостанции, тактическая обувь и одежда, ветеринарные препараты, переноски, поводки, шлейки, ремни и корм. Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Эдгард Запашный. Моя гражданская позиция заключается в том, что это не пустые слова, своих не бросаем. Это дела, которые нужно делать. Я принял для себя решение вместе с Народным фронтом курировать сбор средств для помощи бойцов из ДНР и ЛНР. Хочу сегодня призвать и вас делать такие добрые дела. Специально для этого был создан сайт победа.онф.ру. Или в вашем регионе, в любом отделении Народного фронта вы сможете сделать пожертвование или принести то, что понадобится вот этим сильным бойцам. Давайте вместе с вами делать хорошие дела. На портале onf.победа.онф.ру можно ознакомиться с перечнем всего, что необходимо силовым подразделениям Донецкой и Луганской народных республик. Некоторые позиции уже закрыты. На портале можно оставить заявку на оказание помощи и отправить пожертвования. Всем привет! Меня зовут Полина Цветкова, я ведущая Первого канала программы «Доброе утро» и амбассадор Народного фронта. Больше месяца назад мы с коллегами из Народного фронта были на Донбассе, куда доставляли гуманитарную помощь, гуманитарные наборы. Я до сих пор помню глаза людей, которым мы помогли. Вы знаете, это останется со мной на всю жизнь. И когда я вернулась, очень многие меня спрашивали, коллеги, знакомые, друзья, как они могут помочь, как они могут поучаствовать и хотя бы частичку своего тепла передать людям. И сейчас у вас есть такая возможность. Для этого нужно зайти на сайт победа.онф.ру. Дальше на главной странице вы выбираете раздел «Помощь мирному населению» с Полиной Цветковой. Пролистывайте вниз, выбирайте регион помощи, например, ЛНР, Луганск. Дальше выбирайте тип помощи. Это продуктовый набор, медикаменты, это детские товары или хозяйственно-бытовой набор. Выбираете, ставите 2 галочки, что вы согласны с политикой конфиденциальности, с условиями оферты. Переходите дальше на страничку оплаты, вводите номер вашей банковской карты, имя владельца, все остальные необходимые данные и сумму, собственно говоря, помощи. Вы знаете, любая сумма, 5, 10, 100 рублей, 1000 рублей, все это бесценно, все это важно, потому что это ваша энергия, ваша забота, ваша любовь, ваше внимание. Не думайте, что что-то плохо или хорошо, такого нет. Поэтому, если у вас есть желание помочь, помогите так, как это будет для вас комфортно и приемлемо. После этого вводите свой email, имя и оплачиваете. А дальше уже я, как куратор этого сбора, буду отслеживать момент получения ваших средств от вас до непосредственно адресата, чтобы все было выполнено так, как вы это хотели. Мы обязательно это сделаем, будем обо всем отчитываться, следите за нашими соцсетями, за моими в том числе. И помните, что когда вы помогаете другим, вы исполняете закон Христов, который гласит, что возлюбить ближнего нужно, как самого себя. Спасибо вам большое и будьте счастливы. В Инте успешно реализуется федеральный проект формирования комфортной городской среды. В его рамках благоустраиваются придомовые и общественные территории. В этом году будут отремонтированы 2 двора и участок тротуара на улице Куратова. Часть работ уже выполнена. В Инте завершаются работы по благоустройству 2 дворов в рамках реализации федерального проекта формирования комфортной городской среды. Аукцион выиграла местная подрядная организация, которая уже не первый год занимается приведением в порядок дворовых территорий города. Я думаю, здесь на 2-3 дня работ, и дворы, и территории между ними будут выполнены. И подрядчик на следующей неделе уже обещает перейти на другой объект, тротуары по улице Куратова, начнет снимать старый асфальт и укладывать бордюры.
Поскольку это соседние дома, подрядчик решил не по отдельности делать каждый двор, а провести работы как на одном объекте. Так, по мнению специалистов, новое асфальтное покрытие будет уложено без стыков между домами, а пойдет одним ровным полотном. К ремонту подрядная организация приступила с 1 июня. На начальных этапах велись подготовительные работы к укладке асфальта. Снимали старый слой и проводили расширение проезжей части, отводили места под парковку. После щебнем подсыпали и разравнивали дорожное полотно, устанавливали бордюры. На оба двора ушло около 350 единиц бордюрного камня. Ну, здесь было расширение дворовых территорий. Делали вот эту часть, то есть укладывали щебенку и зачернили черновой слой. Много работы было именно между дворовыми территориями. Также там работал ресурсник по энергетике, у них был пробит кабель, то есть делали, чтобы потом уже когда будет новый асфальт, не вскрывать асфальт. Где теплотрасса, перекладывали плиты, необходимо было их утопить. То есть такие подготовительные работы делали. Сейчас все готово, только положить асфальт. На благоустройство двух дворов выделено почти 10 миллионов рублей, 4 миллиона 726 тысяч рублей на Мира 33 и 5 миллионов 118 тысяч рублей на Воркутинскую 12. В рамках контрактов предусмотрен ремонт не только двора, но и прилегающих территорий. В частности, будут заасфальтированы пятачки между домами Дзержинского 25, Мира 33 и Мира 33, Воркутинская 12. Бригады по асфальтированию порядка 12-14 человек. По объему на эти два двора запланировано 700 тонн асфальта. Ну и как обычно, то есть на асфальтном заводе порядка 10 человек работает, то есть, бригада водителей. По словам мастера подрядной организации, работы по укладке асфальта займут не более 3 дней. На этой неделе часть рабочей бригады приступит к благоустройству следующего объекта – тротуаров по улице Куратова. Пока часть сотрудников будет наносить завершающие штрихи, там уже начнут подготовку к ремонтным работам. На 2 недели в городе отключено горячее водоснабжение. Интинская ТЭЦ полностью остановлена. До 18 июля специалисты должны успеть выполнить крупные ремонтные работы оборудования теплоэлектроцентрали, а также устранить дефекты, выявленные после гидравлических испытаний. В июне Интинская ТЭЦ проводила гидравлические испытания своих сетей, в ходе которых было выявлено несколько десятков дефектов. Большая часть из них уже устранена, поэтому горячая вода в домах интинцев должна появиться в обозначенный срок. С 14 по 17 июня на Интинской ТЭЦ проводились гидравлические испытания на плотность и прочность трубопроводов. По результатам испытаний 28 дефектов. На сегодняшнее число устранено 18, 10 дефектов осталось, которые должны будут устранены быть до начала подачи горячего водоснабжения, то есть до 17 июля. По устранению дефектов, которые влияют на поставку горячей воды, данные дефекты все устранены. Остались дефекты по отоплению, которые будут, я как сказал, выполнены. И выйдем на повторную гидравлику на август месяц. В районе улиц Мира 67, Морозова 14 начался капитальный ремонт участка теплотрассы протяженностью более 500 метров. Подрядная организация уже демонтировала старые коммуникации, установила новые трубы и сейчас производит их обшивку, утепление. Запланирована перекладка от Мира 57 до Морозова 14. Суммарно в однотрубном исполнении более 500 метров, радиус труб от 100 до 50. То есть будут заменены полностью квартальные сети как горячего водоснабжения, так и теплоснабжения. Выполняя данные работы подрядчик Унистройэлит. Данные работы будут закончены полностью до 10 августа с восстановлением благоустройства, но для потребителей ГВС сейчас выполняется в первую очередь, чтобы при запуске станции люди были с водой. Работы проводятся не только на улице замены трубопровода, также на арматуре. То есть меняются старые задвижки на новую арматуру, которая соответствует нынешним требованиям. На Интинской ТЭЦ работают 3 ремонтные бригады. Одна из них трудится возле здания Дворца культуры и техники. В скором времени будет перекрыта дорога возле учреждения культуры, ведущая к мосту. Здесь необходим капитальный ремонт сетей. Специалисты демонтируют часть трубопровода и заменят на новый. В ходе проведения гидравлических испытаний было обнаружено 2 дефекта. Они были устранены временно, то есть, скажем так, временно установлен хомут для того, чтобы дать потребителям горячую воду. Но на период отключения ТЭЦ будут произведены капитальные работы по замене участка трубопровода и, скажем так, замене 2 отводов. Данные работы тоже запланированы к исполнению до 17 июля. Напомню, что с 4 по 17 июля в городе отключено горячее водоснабжение. Это вынужденная мера, иначе ресурсоснабжающая организация не сможет полноценно выполнить запланированные ремонтные работы.
Как и всегда, в летний период много работ, именно связанных с подготовкой к зимнему периоду, к отопительному периоду. Поэтому иногда какие-то дома могут быть отключены от холодной либо от горячей воды. Сейчас вот, например, здесь будет перекопана улица и движение будет поменено. То есть неудобства есть, но я думаю, что все жители должны понимать, что летний период – это именно период работ. Ремонтные бригады Интинская ТЭЦ трудятся в разных частях города, в том числе и на благоустройстве территорий, на которых ранее производились работы. Часть раскопанных мест – это после гидравлических испытаний. На сегодняшний день осталось еще 10 дефектов, которые устраняются. И 2 участка, которые мы сейчас проехали, это капитальные работы, которые были запланированы по АУТО+. И они, видим, что уже выполняются. Меняется отопление, горячая вода. В первую очередь сейчас делают горячую воду, потому что через неделю уже горячая вода в городе у всех должна быть. Поэтому сейчас выполняют именно трубу, меняют в первую очередь, которая относится к горячему водоснабжению. Также на Мира параллельно будут менять холодную воду, потому что она проходит параллельно и поменяет организация, которая занимается холодной водой, свой участок. Сейчас Интинская ТЭЦ полностью остановлена для профилактических работ, которые невозможно выполнить при действующем оборудовании. За этот период на станции отремонтируют насосы, секционную арматуру главного парового коллектора и коллекторов питательной воды. Часть арматуры будет заменена. Также в планах ремонт и частичная замена конденсаторопроводов, питательных и сетевых трубопроводов, чистка и ремонт деараторов, очистка головных дымовых труб и другое. На станции стоит очень большой план работ на неотключаемых участках, то есть это те участки, которые при работе ТЭЦ не могут понести никакого ремонтного воздействия. То есть они всегда находятся или под давлением пара, или под давлением воды. Это замена арматуры на питательных коллекторах, на главном паровом коллекторе, на коллекторе конденсата. То есть порядка 30 задвижек будет замена произведена и порядка 50 задвижек, то есть будет ревизировано. Это секционные задвижки, и основные, которые влияют непосредственно на сам процесс производства. Подрядчик компания «Энергоремонт Плюс» заканчивает ремонт 3-го котла. Здесь заменены фронтовой и задний экран, водопускные трубы, 1-я и 2-я ступень пароперегревателя, проходит ремонт пароохладителя, а также замена гарнитуры и арматуры. Персонал Интинской ТЭЦ выполняет текущий ремонт и устраняет выявленные дефекты на 5-м котле. С 4 июля в текущий ремонт выведен турбоагрегатор номер 1 мощностью 6 мегаватт. Он вырабатывает электричество для нужд ТЭЦ и в общую сеть. В турбинном цехе трудятся специалисты санкт-петербургской фирмы. В Инте тщательно контролируется исправность пожарных гидрантов. При выходе их из строя они подлежат немедленной замене. От своевременной подачи воды к объекту, который находится под огнем, может зависеть жизнь многих людей. В Инте произвели замену технически и морально устаревших пожарных гидрантов на новые. В течение прошлой недели бригада подрядной организации ООО «Акваград» выполняла работы по их замене. В собственности администрации нашего города находится 154 пожарных гидранта. Администрация города обеспечивает исправность пожарных гидрантов и организует проведение проверок. А в рамках муниципальной программы «Безопасность» реализовываются денежные средства на приобретение и ремонт пожарных гидрантов. Так, с 2019 года приобретено порядка 32 и отремонтировано порядка 40 пожарных гидрантов. Также в этом году дополнительно предусмотрены денежные средства на обслуживание этих гидрантов. Проверки работоспособности пожарных гидрантов муниципалитетом проводятся не реже 2 раз в год – весной и осенью. В рамках муниципальной программы обеспечения противопожарной безопасности предусматривается комплекс мероприятий по поддержанию в надлежащем состоянии источников наружного противопожарного водоснабжения. За последние 4 года приобретено и отремонтировано чуть более 30 пожарных гидрантов. В этом году приобретено 7 новых гидрантов. Общая сумма контракта составила 406 тысяч рублей. Отдельно закупили 25 пирамид для гидрантов и 30 координатных табличек. С 11 июля началась приемка выполненных работ по установке и замене пожарных гидрантов с представителями администрации ООО «Акваград», а также специалистами отдела надзорной деятельности и профилактической работы.
19 лесных пожаров за сутки. Правительство Республики Коми ввело особый противопожарный режим на территории региона из-за жаркой погоды и угрозы лесных пожаров. В лесах запрещено разводить костры и пользоваться мангалами. Предполагается организовать патрулирование и посты на дорогах, ведущих в лесные массивы. По информации пресс-службы Минприроды Коми, в регионе сохраняется высокий класс пожарной опасности. С начала года в лесах Коми возник 51 пожар. Огнем повреждено 620 гектаров территории. Министерство призвало жителей воздержаться от посещения лесов, разжигания костров и мангалов. С 11 по 31 июля включительно планируется ограничить пребывание граждан в лесах и въезд в них транспортных средств, за исключением сквозного проезда по дорогам общего пользования. Исключение граждане, чья трудовая деятельность связана с пребыванием в лесах, и лесопользователи. При этом они обязаны обеспечить состояние повышенной готовности средств предупреждения и тушения лесных пожаров. Введение особого режима позволит установить дополнительные требования пожарной безопасности, усилить мониторинг лесов и более оперативно реагировать на развитие ситуации. В этом году наказание за нарушение правил пожарной безопасности в лесах ужесточено. Штрафы для граждан выросли более чем в 10 раз. Увеличенные штрафы действуют в условиях особого противопожарного режима. Режима чрезвычайной ситуации, возникшей вследствие лесных пожаров. Интинцы отметили День семьи, любви и верности. Настоящий праздник счастья и гармонии, который призван напомнить о человеческих ценностях, доброте, уважении и взаимопомощи. Каждая семья – это особенный мир со своими радостями и печалями, традициями и открытиями. Какие бы перемены ни происходили в обществе, семья для каждого человека остается надежным причалом, где он черпает силы и обретает себя. 8 июля в России отмечался День семьи, любви и верности. В минувшую пятницу за Дворцом культуры и техники в сквере с символичным названием «Вера, надежда, любовь» состоялось красочное мероприятие. Неизменен порядок на свете, за зимою приходит весна, незаметно взрослеют дети, и однажды лишаются сна дома. Тихую пристань покидают они вновь и вновь, за мечтою стремляясь чистой, за мечтою стремляясь чистой, их зовет за собою любовь. Чтобы добрый попутный ветер наполнял паруса корабля, я дарю всем влюбленным на свете ромашковые поля. Первое приветственное слово предоставили отцу Василию, настоятелю храма Святой Троицы. Сегодня наша православная церковь прославляет двух удивительных святых людей – благоверного князя Петра и благоверной княгини Февронии, которые являются покровителями христианского брака. Благоверные князья Петр и Феврония прожили долгую, непростую и очень трудную жизнь. Но как бы в жизни было тяжело, сколько бы они не испытывали скорбей, но они всегда сохраняли себе верность, они всегда были верными друг другу и никогда не помышляли о расставании. В Инте есть множество семейных пар, проживших в браке более 25 лет и удостоенных медалей за любовь и верность. В рамках праздника ведущие поприветствовали пришедших на мероприятие претендентов на заслуженную медаль. В этом году 4 семьи удостоены этой значимой награды. Слово для поздравления пар долгожителей, а также всех интинцев с этим прекрасным праздником предоставили заместителю председателя Совета округа Виталию Ладыгину и депутату городского совета Марии Березиной. Интинцы, от всей души поздравляем вас с таким замечательным днем. Семья, любовь и верность. Что может быть главнее, важнее, ценнее этих понятий для каждого из нас? Никакие материальные блага, карьера, золотые горы не смогут заменить каждому человеку душевное тепло близкого родного человека, не смогут заменить счастливый смех, улыбки наших детей и внуков. Наверное, можно сказать еще и о том, что
Семья – это прежде всего основа каждого из нас. Я пожелаю всем нашим семьям, всем интинцам, чтобы семьи были крепкими, дружными, чтобы достаток был во всем, и в любви, и в верности. И, конечно, очень хочется пожелать, чтобы на нашей российской земле оставались бессмертными такие ценности, как семья, любовь и верность. Здоровья всем, благополучия, крепких семей. Цените тех, кто живет с вами рядом под одной крышей. Уважайте чувства, уважайте интересы друг друга. И, конечно, мы сегодня благодарим семьи, которые городские учреждения, организации выдвинули на награждение. Мы гордимся вами, и мы берем с вас пример. И очень хочется, чтобы наша молодежь, наше молодое поколение стремилось сохранять те традиции, которые вы сегодня демонстрируете всему городу. Низкий поклон. Андрей Викторович и Алевтина Аркадьевна Голубевы в браке почти 35 лет. Вместе воспитали двух прекрасных детей – сына Артема и дочку Ольгу. Традиционно семья собирается в новогодние праздники и в летний отпускной период. Семья увлечена здоровым образом жизни. Зимой предпочитает лыжные походы и занятия в спортивном зале. А летом устраивает туристические поездки на Уральские горы. Своим примером Андрей Викторович и Алевтина Аркадьевна показывают, что любовь и семья – это неразделимые понятия и самые главные ценности в человеческой жизни. Отношения этой пары не единственный пример счастливой семьи в Инте. Почти 35 лет несут ответственность семейного счастья супруги Двойнишниковы. Поздравления принимала Елена Геннадьевна одна, поскольку супруг не смог присутствовать на празднике. Среди коллег и друзей они известны крепостью семейных устоев, основанной на взаимной любви, верности и уважении друг к другу. Их отношения – это образец для всех, кто с ними знаком. Мы познакомились в городе Кирове, это был 87 год. То есть я была тогда студенткой 4-го курса Кировского педагогического института. А муж был шахтером. То есть моя подруга выходила замуж и пригласили меня быть свидетельницей вот у нее. А он, соответственно, был свидетелем у своего друга. Поэтому мы были вот на их свадьбе. Через год после их свадьбы, то есть это было 86-й год, не 87-й. После их свадьбы через год была наша свадьба. Вот с 87-го года мы вместе. У нас 3 детей, мы воспитали 3 детей замечательных. Дети уже взрослые, 2 сына и дочь, и уже есть внучка. Ну, в жизни, наверное, было все, как и в любой классической семье, наверное. Какие-то были невзгоды, какие-то вот, ну, что-то такое, наверное, было, но тем не менее смогли преодолеть все трудности. В целом, я думаю, что все-таки мы достойно эти 35 лет прожили. Дата такая достойная, и, в общем-то, мы, наверное, гордимся все-таки 35 лет. У нас родители, то есть у меня свекровь и свекор, они отпраздновали уже 50-летие, то есть золотая свадьба. Но вот не знаем мы. Наверное, планка есть до золотой свадьбы дожить. В этот светлый праздник семьи были награждены медалями за любовь и верность, олицетворяющие крепость их брачных уз, которые они сохранили на протяжении не одного десятка лет. С одной стороны медали изображается символ праздника – ромашка, с оборотной – лики святых Петра и Февронии. Семьи-долгожители – яркий пример для молодого поколения. Для передачи эстафеты ценности брачных уз и семейных отношений на праздник пригласили пару молодоженов, которые буквально несколько часов назад зарегистрировали свой брак – Алену и Валерия Ивановых. С праздником семьи! Пусть теплом наполнится ваш день. Семья окружает заботой. Любовь поселится в вашей душе. А верность всегда будет ориентиром в жизни. Уютного вам всем настроения, крепких объятий, и всего самого замечательного. В далеком прошлом свадебные обряды являлись неотъемлемой частью любого бракосочетания. Сотрудники Центра национальных культур подготовили для молодых череду обрядов, которые укрепляют домашний быт и готовят молодых к семейной жизни.
наших молодых зеленая свадьба. Зелень и красоту молодых символизирует вечно зеленая елочка. Сегодня, дорогие молодые, вы должны будете укрепить на машине вот эту елочку, чтобы она вам сопутствовала в дороге, отгоняла все зло, которое будет встречаться на вашем пути. Многие обряды несут в себе не только таинственный смысл и эмоциональный заряд, но и наполнены необыкновенной красотой. Старики говорят, что только найденная или сделанная своими руками подкова обладает настоящей силой. Сейчас найти подкову на улице почти невозможно. А мы хотим подарить вам подкову, но сделать это необычно. Стоя на коленях, на этой маленькой подушечке, вы должны поцелуем поздравить друг друга. Пожалуйста, встаньте на подушечку. Алена с этой стороны, Валерий с другой стороны. А вы, уважаемые гости, как только они начнут целоваться, кричите горько! Закончив официальную часть на такой приятной ноте, зазвучали медленные песни. Под звуки нежных мелодий кавалеры взяли своих суженых под руки и закружили в танце. В продолжении торжественной программы всем гостям праздника и, безусловно, супружеским парам, совсем молодым, крепким и дружным, и даже будущим, предложили прогуляться по аллеям сквера. Останавливаясь под аркой желаний, интимцы загадывали свои заветные, несбывшиеся мечтания. В честь праздника в этот солнечный теплый день впервые в этом сезоне был включен обновленный фонтан. У дерева верности молодожены скрепили свой союз замочком. Мы учились вместе в одной гимназии. Спустя много лет встретились в университете в Сыктывкаре, влюбились и вот поженились. Праздничную программу продолжили концертные номера, и все присутствующие смогли еще долго наслаждаться отличной погодой и запасаться хорошим настроением. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. Смотрите новости на Пятом канале и будьте в курсе значимых событий Инты. Всего доброго и до свидания.